Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутии с прошлого года реализуется проект «Онкопоиск». Обследовано 62 тысячи якутян, у 32 человек обнаружено онкозаболевание. Какие методы применяются еще для ранней диагностики таких заболеваний? Об этом мы побеседуем с нашей гостьей Феодосией Ивановой, кандидатом медицинских наук, главным внештатным онкологом Минздрава Республики, заведующей отделением противоопухолевой лекарственной терапии. Феодосия Гаврилевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы говорим о ранней диагностике онкозаболеваний. Скажите, какие еще методы, кроме онкомаркеров, применяются в нашем регионе? И можно ли, например, вот эти экспресс-тесты делать самостоятельно или все-таки лучше обратиться к специалистам? Ну, на сегодняшний день ранняя диагностика раковых заболеваний – это в приоритетном направлении находится. Конечно же, только сдача онкомаркеров – это ничего не решает. Поэтому во исполнении мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха-Якутия» в период 2019-2024 года, который реализуется в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха-Якутия», мы с августа 2020 года в городе Якутске на базе нашего онкологического диспансера реализован пилотный проект «Онкопоиск Саха.рф». Это своего рода уникальный регион-специфичный проект, направленный не только на скрининговые исследования, но и на раннюю диагностику злокачественных новообразований, который работает на платформе, веб-платформе, которая называется «Онкопоиск Саха.рф». Цель настоящего проекта – это выявить заболевание как можно раньше, поставить без замедления диагноз и начать своевременное лечение согласно клиническим рекомендациям. Система скрининга и ранней диагностики рака «Онкопоиск Саха.рф» рассчитана именно на 6 основных видов рака. А именно эти 6 видов рака являются ведущими причинами смертности населения Республики Саха-Якутия. Это первый рак легкого, который в нашей республике в общей структуре заболеваемости занимает первое место, и плюс еще в общей структуре занимает 16% от всего заболевания. Это рак печени, это у нас в нашем регионе рак печени высокая заболеваемость по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Это рак молочной железы, занимает первое место среди женского населения. Это колоректальный рак, это рак шейки матки и рак предстательной железы. Все эти локализации, суммарная доля которых в общей структуре смертности населения нашего региона от злокачественных новообразований составляет 50,5%. То есть, другими словами, половина показателей смерти занимает вот эти 6 нозологий. Вот поэтому именно выбор программу «Онкопоиск» именно этих нозологий, конечно, имеет огромное значение. Заполняется анкета каждой нозологии, автоматически открывается с учетом половозрастной характеристики. При выявлении у анкетируемого высокой группы риска развития онкологической патологии либо наличия характерных малых симптомов, так называемых предраковых заболеваний, пациенту предлагается пройти высокоточное обследование в условиях нашего Якутского республиканского онкологического диспансера бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, еще с возможностью выбора даты и времени посещения клиники.
Затем по результатам обследования по показаниям предоставляется возможность пройти более глубокое обследование в условиях поликлиники онкодиспансера по зеленому коридору. Ну а если говорить о мерах профилактики, то какие меры могут все-таки снизить количество таких страшных заболеваний? Вообще профилактика злокачественных новообразований имеется несколько. Это прежде всего первичная профилактика. Первичная профилактика проводится на уровне государства, то есть это социальные вот эти все наши условия, хорошая еда, соблюдение здорового образа жизни. Это все считается как первичная профилактика. А вторичная профилактика – это лечение, учет хронических заболеваний. Также с целью вторичной профилактики проводятся вот такие скрининговые профилактические мероприятия. Есть еще понятие третичная профилактика онкологических заболеваний, которое заключается, что это профилактика рецидивов, метастазирования уже у пациентов, состоящих на диспансерном учете. Расскажите, а как организована на сегодняшний день онкологическая служба в регионе, в частности по районам, где имеются такие отделения, и как организована медпомощь на местах таким больным? Онкологическая служба у нас в республике поставлена во главе нашего Якутского республиканского онкологического диспансера. И опять-таки в рамках мероприятий национальной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в республике Саха-Якутия» мы открыли центры амбулаторно-онкологической помощи. Целью открытия этих центров является максимально приблизить онкологическую помощь населению. Именно в таких центрах будет проводиться ранняя диагностика злокачественных новообразований. Еще плюс будет медикаментозное лечение, так называемая химиотерапия. На сегодняшний день у нас в республике открыты таких 13 центров. Открытие этих центров мы начали с 2019 года. Открыли 9 центров. 4 в городе Якутске, Мегино-Кангаласском районе, Мирнинском районе, Нерюнгри, Валдане и в Нюрбинском районе. Несмотря на пандемию, в 2020 году мы открыли 3 центров амбулаторно-онкологической помощи. Это Хангаласский район, это Вилюйский район, это Ленский район. И вне очереди еще мы открыли в Алекминском районе. В этом году мы планируем открыть 2 такие центры. Это Амгинский район и Верхневилюйский район. Конечно же, открытие вот этих центров имеет свои положения. И согласно этим положениям, каждый центр должен иметь компьютерный томограф, каждый центр должен иметь оборудование, которое проводит исследования на опухолях желудочно-кишечного тракта. Это ПГДС, желудок исследовать, это колоноскопия, рентген установки. Вот эти оснащения, оборудование, они все должны быть в этих центрах. А самое главное – это кадровое обеспечение. И на сегодняшний день у нас имеющиеся 13 центров, они имеют каждый центр своего обученного онколога. Эти центры своего рода они являются филиалами, но административно относятся к центральной районной больнице либо в поликлинике, где они прикреплены. Подскажите, на каком этапе сегодня находится строительство республиканского онкологического центра? У нас строительство онкологического центра, оно разделено на 2 очереди.
первую очередь реализован еще в конце 2018 года. После полной реконструкции был введен эксплуатация радиологический корпус онкодиспансера. И результатом реконструкции был построен практически новый корпус. Площади старого здания увеличились 2,6 раза, почти 3 раза. И новый корпус имеет типовую планировку, которая отвечает современным требованиям. А вот это долгожданный центр, вторая очередь, новый центр, он будет введен к 2023 году. На сегодняшний день полностью, коробка полностью закончена, и все работы ведутся по плану. А уже известно, как будет оснащен этот новый центр, какое оборудование там будет установлено? Конечно же, новый центр, который будет введен к 2023 году, будет оснащен по современным требованиям. И сейчас уже ведется заявки на оборудование, подготовка кадров, которые будут работать в этом центре. И в ближайшее время, буквально через 2 года, мы будем работать в новом центре. Подскажите, а наблюдается ли у нас в республике дефицит врачей по данному профилю и как эта проблема решается? Вопрос обеспечения кадров на сегодняшний день решается очень хорошо. По сравнению с другими годами, совместно Минздравом Республики Саха-Якутия у нас штатное расписание увеличено почти в 2 раза. То есть если в диспансере раньше работали около 200 работников, то сейчас у нас общей сложности работает более 400 работников. Из них, конечно же, около 50 занимают это врачи-онкологи. И наши онкологи, они постоянно обучаются не только в наших российских научных онкологических центрах, и даже за рубежом, такие как Япония, Корея, Китай. И наши хирурги обучились в этих зарубежных центрах и на сегодняшний день полностью владеют проведением высокотехнологичных операций. То есть я так понимаю, благодаря учебе на сегодняшний день стали возможны расширенные, комбинированные и симультантные операции при злокачественных опухолях брюшной полости и малого таза, оперативные вмешательства на печени, на предстательной железе, органосохраняющие операции при онкогинекологической патологии, фотодинамическая терапия и многое другое. То есть я так понимаю, что кроме обучения этих специалистов предусмотрено еще и какое-то повышение квалификации обязательно? Да. И у нас еще в рамках подготовки онкологических кадров на базе нашего Северо-Восточного федерального университета мединститута в прошлом году открылась кафедра онкологии. То есть мы, врачей-онкологов, будем готовить уже со студенческой скамьи. То есть будут более высоко подготовленные специалисты. Ну а если говорить в общем, то какие виды высокотехнологичной медицины сегодня оказываются у нас в регионе? Ну, как я уже говорила, сегодня в онкодиспансере проводится широкий спектр высокотехнологичных и оперативных вмешательств, лекарственной терапии и лучевой терапии. Если взять оперативные вмешательства, это видеотроскопия
в виде тракоскопической операции при опухолях легкого, в том числе однопортовые резекции долей, пульмонэктомия, то есть удаление легкого, с расширенной лимфодиссекцией средостения, лапароскопические резекции поперечно-ободочной кишки, прямой кишки, также брюшно-промежностные экстирпации прямой кишки. Конечно же, вот эти все высокотехнологичные операции, они производятся, выполняются на основании высокотехнологичном оборудовании, которое мы закупили, начиная с прошлого года, 2019 года. Феодосия Гаврилевна, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что смогли найти время и ответить на наши вопросы. Вам и всем, без исключения врачам, низкий поклон за вашу работу в это нелегкое время. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». О диагностике онкологических заболеваний и об обстановке по республике в целом мы говорили с главным внештатным онкологом Минздрава Якутии Феодосией Ивановой. Берегите себя и своих близких, носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.